Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации в республике. Несколько цифр. В республике лабораторно подтверждено 1600 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост за минувшие сутки составил 36 человек. Под медицинским наблюдением продолжает находиться 1510 человек, выздоровело 890. Но и за сутки выздоровело у нас всего 5 человек. В общем, такая не в нашу пользу арифметика. Как я сказал, 36 человек заболевших, это ровно почти пополам. Воркута и Усинск. Это вот, как я и докладывал вам, это у нас шахтеры и вахта. Но, тем не менее, это статистика на нас, и поэтому продолжаем там работу и по санации очагов, по лечению заболевших, дезинфицирующие все мероприятия и так далее. Сегодня я отработал в Коми-научном центре, встретился с коллективом, познакомился с деятельностью институтов, входящих в КНЦ. Ну, хочу сказать, что, конечно, я впечатлен очень потенциалом научного центра. Потенциал очень высокий, но мало востребованный. И я сегодня заслушал практически всех директоров, их разработки. Есть очень актуальные разработки, в том числе, допустим, утилизация нефтеразливов. Это совершенно новые предложения, которые накоплены у ученых, причем они очень инновационные, современные. Но вот до практической разработки не доходят. И вот практически все, что сегодня коллеги ученые рассказали, показали, это все разработки, которые вот ложатся на полку, но до практики не доходят. Почему? Потому что необходим такой центр инновационного внедрения, то есть внедрения вот этих инноваций. Договорились, поскольку это федеральный центр, что я включаю этот раздел в комплексное развитие республики, и при докладе президента просто буду просить, ходатайствовать о том, чтобы были выделены именно федеральные деньги вот на развитие этого центра. Потому что это развитие в том числе и потенциала, и в первую очередь потенциала не только России, но и республики. У нас установилась теплая погода, и, соответственно, мы начали очень активно ремонты дорог. В этом году у нас запланированы большие деньги, это 1 265 000 000, и эти деньги пойдут, распределяться примерно так. 420 миллионов будет затрачено на ремонт дорог в городе Сыктывкар, и свыше 500 миллионов будет затрачено на ремонт муниципальных дорог местного значения. И в Сыктывкаре это примерно 26 километров будет отремонтировано и восстановлено дорог, а в муниципалитетах свыше 43 километров. Конечно, это неудобства определенные и автомобилистам, и пешеходам, но прошу тут проявить понимание, потерпеть, потому что зато мы получим качественное новое дорожное покрытие. Сегодня праздник, сегодня день социального работника, и я хочу сказать по этому поводу очень теплые слова, потому что люди этого достойны. Вот работники социальной защиты населения – это люди, конечно, с огромной душой, с любовью и с милосердием к своим подопечным. А подопечные, в общем, это такие беспокойные, это все-таки пожилые люди, это инвалиды. И вот в этом году это особенно проявилось со стороны именно работников социальной сферы. Почему? Потому что они вместе со своими подопечными ушли на самоизоляцию, причем ушли и до месяца. И это лишнее подтверждение тому, что люди готовы пожертвовать и своим временем, в общем, самоизоляция – это не самая хорошая история для всех, но тем не менее они ушли вместе, как я сказал, с своими подопечными для того, чтобы не принести и не подвергнуть их опасности, не принести заболевания внутрь этих учреждений, интернатов и так далее. Поэтому, поздравляя сегодня работников социальной сферы, я хочу в первую очередь пожелать вам здоровья и, конечно, чтобы это здоровье возвращалось вам стократно. Вот как вы оказываете помощь и милосердие своим подопечным, так и вам пусть вернется это в 100 крат больше. И, конечно же, удачи и
вот такого внутреннего семейного счастья и благополучия. Еще одна новость. Сотрудница Национального парка Юга-2 Анна Андреевна Душейко стала победителем всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия» в номинации «Экология моей страны». И Анна Андреевна выиграла конкурс, представив проект международного экологического лагеря «Сердце тайги». Ну, это понятно, что проект направлен на сохранение уникального нацпарка Юга-2, но она не просто сама занимается такими большими проектами экологическими, но привлекает большое количество сторонников, волонтеров. Ну действительно очень красивая работа, и мы безусловно поздравляем Анну Андреевну и, конечно же, благодарим ее за то, что она так активно участвует в сохранении природных богатств нашей республики. Уважаемые жители, на сегодня это вся информация. Еще раз напоминаю, что когда вы выходите в общественные места, не забывайте, пожалуйста, о мерах безопасности. Одевайте маски, одевайте перчатки, берегите себя, берегите своих близких. Будьте здоровы, всего доброго, до завтра.